Ну, поскольку я часто была, меня очень любили Николай Николаевич и Наталья Альбертовна, у них не было детей, и они ко мне относились как к родной, это правда. Наталья Альбертовна занималась со мной немецким языком, поскольку была очень образованным человеком и знала немецкий и французский языки, поскольку ее отец был генчель немец, а мать была француженка. Вот. И хорошо помню, когда я приходила к ним домой, я часто там и обедать приходилось, и когда она со мной занималась, даже бывало, что я ночевала у них, как-то почему-то очень запомнила, что всегда, когда бы ни пришла к Наталье Альбертовне, на столе в маленькой комнате, спаленке, находились полевые цветы. И опять же хочу сказать, я сама была свидетелем, как приносили эти цветы. Это знак, как сказать, не только проявление уважения к этим людям, это культура. Потому что их окружали очень культурные люди, как раз из сидевших в разных лагерях на территории нашей республики. Это и главный дирижер нашего театра, а раньше был дирижером Большого театра Владимир Михайлович Каплун Владимирский, это и Клаус Николай Парфевич, дирижер нашего театра, он работал в Минске, и композитором был уже известным. Это и Ищенко Валентина Мефодьевна, это и Клейн Александр Соломонович. Дело в том, что я всех их видела в этой квартире. Я видела их отношения, я видела вот эту высокую культуру, которая, как сказать, не исчезла за годы пребывания в лагере. Я только знаю, что Наталья Альбертовна и Николай Николаевич были закрытыми людьми относительно своего прошлого. И в этой связи вот что хочу рассказать, может быть. Ведь я же, девочкой была, и они освободившиеся были, и уже заслуженные были деятели искусств Коми СССР. Они же никогда и никому не рассказывали о своем прошлом, да? Это была закрытая тема. Вот завуалированно жили, это точно. И даже вот, например, такой случай. В комнате, в большой их комнате находился торшер. И на торшере висел вот такой вот небольшой петрушка из лоскутиков сшитый, страшненький такой. И вот Наталья Альбертовна попросила меня его реставрировать. Засолился, я не помню, что. Я говорю, зачем его вообще реставрировать, ремонтировать, когда он такой страшненький и некрасивый? И вот она сказала тогда, что это подарок в необычных условиях, которые она получила, что этот подарок поддержал ее в очень трудное время. И вот то, как она сказала, она не распространялась по поводу этого подарка, вот резануло тогда мне сознание и отпечаталось на всю жизнь. И об этом я вспомнила уже десятилетия спустя. И вообще, честно признаться, когда вот обратилась к книжке своей, да, как-то воспоминания меня посетили и захотелось это изложить, я только тогда стала вспоминать этот торшер и этого петрушка, я очень хорошо помню. В самой квартире там дух интеллигенции присутствовал, вот, культура людей, которые там проживали. А вот сам подъезд, он отличался. Он даже сейчас у меня вот как-то в памяти и в глазах. Поднимаешь, все такое массивное, каменное, все такое. Мне казалось, что это мрамор кругом. Вот так вот было очень красиво. А на дверях Николая Николаевича, значит, табличка была. Она должна быть в музее. Николай Николаевич Масальский. Я ощущала, что я прикасаюсь к высокой культуре. Это ведь в чем проявляется? Например, в длинном халате Натальи Альбертовны. Всегда уложенная прическа, всегда накрашенные ногти. У нас такого не было в нашей среде, не было. Всегда отдельные тарелки. А я знаю, что в тот период, когда у нас еще многие кушали из одной общей тарелки, из миски там эмалированной, а это была культура. Вот. Потом даже сама обстановка в квартире была необыкновенна, она похожа была на музей. Потому что там у них были коллекционные тарелки, и в том числе вот одна была из периода Наполеона. Потом все стенки были такие терракотовые, прямо сейчас бы сказала, музейные. Они были стеклянные полочки были, которые Николай Николаевич сам вырезал такие или заказывал. Значит, на них стояли фигурки слоновой кости. Из каждой командировки он жене своей привозил очередную такую фигурку. Вот честно, я сейчас такого не видела. И когда уже я пришла по сбору материалов уже после их смерти, их уже не было. То есть племянница забрала их к себе там в Ленинград. Я не знаю, что осталось в музее, я знаю, что там посуда, сервиз передали, в основном документы и фотографии.
и книги, наверное, какие-то. А так у них было очень много. Были китайской фарфор был. То есть они... А почему? Я потом анализировала, потому что когда-то, я помню, вскользь слышала, что у Николая Николаевича то ли прабабушка, то ли бабушка была фабриканткой фарфорового завода. И, может быть, это тоже послужило, так сказать, причиной, что он оказался там. Они вместе, главное, сидели в одном лагере. Через 2 месяца она к нему подъехала, ее тоже осудили. Ее, возможно, за шпионаж, потому что она владела языками, и, как она рассказывала, она сломала ногу, будучи балериной, и долго времени не могла танцевать, и подрабатывала как раз переводами. Ну все, переводчица, немка, Генчель. Наверное, это тоже, ведь это ж никто об этом не рассказывал. Такая закрытая тема была, слов нет. Еще вот когда я уже работая в музее, была по сбору материалов в квартире Николая Николаевича, он уже умер, Наталья Альбертовна раньше умерла лет на 14, я увидела письма бывших, сокамерников, адресованные Николаю Николаевичу. И меня поразило, если бы я к тому времени не знала, о чем они, я бы ничего не поняла, потому что все было завуалировано. Как там поживает тата-тата? Дорогой Коля, по-другому не могу к тебе обратиться. Нас связывает такое-то необыкновенное время, когда мы не знали, что будет, что нас ждет впереди. Вот я сейчас даже говорю и волнуюсь, и у меня мурашки, потому что я настолько была тогда проникнута этими письмами, и я даже несколько из них оставила себе, все остальные отдала в музей, но вот остальные вот какие-то оставила на память о себе. И об отношении к этим людям еще говорят переписка, например, с Серафимом Поповым, с которым они тоже дружили. И там была такая открытка удивительная, где он писал Николаю Николаевичу, что вот какое счастье, Николай Николаевич, что мы с вами дожили до 25-летию победы в Великой Отечественной войне, и какое счастье, что есть на земле такие солнечные люди, как вы. Что-то в этом духе было сказано. Вот. То есть эти люди, и Николай Николаевич, и Наталья Альбертовна несли столько света, столько культуры в наш город в тот период, это просто нет слов. Ведь Наталья Альбертовна дала путевку в жизнь очень многим балеринам, да, известным балеринам, которые стали известны не только у нас в республике, но и в стране. Вот. А Николай Николаевич подготовит, как он был художественным руководителем Дворца пионеров, при его содействии был открыт театр «Юность», который тоже стал стартовой площадкой для многих артистов, известных сегодня, в том числе и вот Галина Микова, моя одноклассница Галина Аркадьевна Микова, вот она стала нашей примой драматического театра. И была там Цивилева Люда, и Таня Плехта, и много-много. И все они начинали как раз в театре «Юность». И он был какой? Это был уровень, его знали в Союзе. И вообще в тот период дворец был совершенно другим, нежели сейчас. Это был центр культуры, это был центр интеллектуального развития подрастающего поколения, которое в то время еще ничего не имело. И мы ходили туда как на что-то. Это было волшебство. И вообще мы все девочки считали себя золушками, которые сбегают по этим удивительным красивым ступеням. Тем более мы были в костюмах театральных, и мы правда ощущали, что нас ждет волшебная жизнь дальше. Мы верили в эту какую-то мечту. Вот. А потом Николай Николаевич ушел, его пригласили в 1964 году директором Республиканской филармонии. Это тоже отдельная тема была, потому что он поднял уровень филармонии, ансамбля загремел. Тогда появились новые программы, и тогда стала филармония популярной. Стали приходить, там лишний билетик спрашивать. И хочу вот напомнить, что филармония, знаете, где находилась тогда? И там же у нас была студия, потому что вслед за Николаем Николаевичем туда ушла и Наталья Альбертовна из Дворца пионеров. И создали там стажерскую студию для подготовки артистов. И у нас было всего человек 8. Двоих, вот меня еще Алю Распутину взяли в театр оперы и балета, на классический балет, так сказать, да, а остальные стали артистами ансамбля АСК. И заслуженными. То есть вот среди тех, кого подготовила Наталья Альбертовна, там народные, заслуженные, известные. В Большом театре танцевала вот Валя Прошева. Ну, я не знаю, вообще столько сделали необыкновенно. Первые балетные спектакли поставили. Здесь еще балета не было.
а она уже поставила в 46-м, по-моему, году во Дворце пионеров балет «Айболит». Почему? Ну, артистка балета, она оказалась в силу обстоятельств здесь, в далеком, забытом Богом крае. И надо же себя было реализовывать. Они решили остаться здесь, и она ставила балетный спектакль. Мы не будем говорить об уровне подготовки учащихся, ну, воспитанников. Это было все не то. Я тоже там ходила, веточкой махала, когда вот первый раз оказалась в этом спектакле. Но это было удивительно. Это было приобщение к высокому искусству.